Вот тут тема, может. Видно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Вот, я рад всех приветствовать. В чате у нас, насколько я понимаю, сейчас 4 человека подключены к системе. Надеюсь, больше появится. Вот, если кто меня забыл, то представлюсь. Носов Леонид Сергеевич, председатель ГРМО учителей физики и информатики, физики и астрономии, соответственно, заведующий кафедрой информационной безопасности в университете и учитель физики в лицее для одаренных детей сельской местности. Я думаю, все письмо читали, поэтому начнем сразу по повестке. Первый вопрос. Олимпиады по физике. Я просто зафиксирую основные моменты. Первый, я думаю, многие из вас готовили, ребят, да, и вот если посмотреть на муниципальный этап, в принципе, в муниципальном этапе Олимпиады, Всероссийской Олимпиады по физике участвовали все муниципальные районы и отдельно от муниципалитетов, да, как бы, условно говоря, например, физмат-лицей говорит, мы отдельный сам себе муниципалитет, государственная образовательная организация. Общее количество участников составило 379. Из них, на самом деле, на республиканский этап вышло, то бишь преодолело 50% барьер 38 человек. Ну, по тем спискам, которые были до начала регистрации республиканского этапа по физике, поскольку я член, соответственно, жюри республиканского этапа, поэтому в списке эти видел и знаю, что вышло 38 на самом деле человек, участвовало чуть меньше. Соответственно, на республиканском этапе общее количество участников 9-11 класс было 37, да, из них по классам 9 класс 11, один был в Сириусе, 10 класс 14 и 11 класс 12. Параллельно в этом году к Олимпиаде, республиканскому этапу Олимпиады по физике присовокупили Олимпиаду Максвелл для учащихся 7-8 классов. Соответственно, также их было, вот статистику видите, 29. Да, соответственно, 7 класс 16 плюс 2 в Сириусе и 8 класс 9 плюс 3 в Сириусе. Это те ребята, которые, что 9 класс, что 7-8, которые на математической смене в Сириусе были, соответственно. Вот. Отдельно хочу остановиться на распределении по муниципалитетам. Обратите внимание, большинство участников Олимпиады по физике составляет у нас физмат-лицей. По общему количеству, то есть там свыше 35 человек. Но если посмотреть внимательно, от класса к классу, начиная с 7 и заканчивая 11, доля физмат-лицея на самом деле чуть-чуть уменьшается. Постепенно они уменьшаются, но тем не менее всегда стабильно 5 человек примерно у них остается. Вплоть до 11 класса. По следующему рейтинге по количеству участников идет Ухта. Да, за ней Воркута и дальше по убывающей Усинск, Сыктывкар, Усть-Ломский район и дальше уже начиная с лицея, республиканского лицея при СГУ по одному участнику в разных классах, соответственно. И это на самом деле настораживает, потому что получается в какой-то степени ситуация, что физмат-лицей сам собой участвует в республиканском этапе Олимпиады по физике, потому что представляет самую большую долю. Хотя, в принципе, шансы есть и у других муниципалитетов. То есть, если в целом по рейтингу посмотреть, например, в 9 классе девочка из Воркуты формально вышла на 3 место, но, к сожалению, не преодолела 10% барьер, поэтому не вошла даже в число призеров. Поэтому другие районы, понятно, там, может быть, сельским детям труднее, хотя у них тоже есть возможности, которые, к сожалению, не все используют. Отдельно хочу обратить внимание, очень мало участников, хотя всегда было больше, это Сыктывкар и Коми республиканский лицей при СГУ, которые всегда на самом деле представляли больше участников. Более того, даже из лицея при СГУ Вячеслав Перетин всегда боролся, так скажем, за места с физмат-лицеем.
Но, к сожалению, вот стало меньше участников. Теперь, если по результатам брать внимание, вот 9-11 класс, максимальное количество баллов по обоим турам теории эксперимент было 80 баллов. Никто из участников 9, 10, 11 класс не набрал максимума. Более того, если посмотреть на результат 9 класса, то вообще говоря, 50% барьер преодолел только вот один человек. Остальные даже никто не преодолел 50% барьера. У 10-11 ситуация несколько лучше, понятно, там тройка лидеров образовалась, хотя вот по 11 классу там совсем только-только один человек преодолел 10% барьер. Хотя, нет, прошу прощения, у 11 класса там 10% преодолело 5 человек. Несколько лучше выглядит ситуация и распределение тут по баллам в Олимпиаде Максвелла. То есть там максимум был 60, и если посмотреть в 8 классе, один человек набрал действительно 60, ровно 60 баллов. В 7 классе, понятно, 50% барьер преодолели, но все равно не все. В чем разница? Поясню причину. На самом деле Олимпиада Максвелл отличается от просто Всероссийской Олимпиады по физике, и поэтому есть это такое распределение тем, что Максвелл это все-таки просто повышенный уровень заданий по физике. А, соответственно, олимпиадное движение, как видите, никто не набрал, олимпиадные задачи никто не набрал, потому что перепрыгнув с 8 Максвелла, да, относительно простого на сложный 9 класс Олимпиады, соответственно, резко падают результаты, потому что разница кардинальная между Максвеллом и просто Олимпиадой по физике в качестве задач. Но, к сожалению, даже и здесь, из тех, кто прошли на Максвелл, меньше половины преодолела 50% барьер. 8 класс несколько лучше может выглядеть, но тем не менее. Основные трудности, с которыми, вообще говоря, всегда сталкиваются у нас участники Олимпиады, это год от года. Первая, самая большая трудность, можно назвать ее электродинамика. То есть это и по результатам ЕГЭ точно так же ситуация сложности в электродинамике, так и по Олимпиаде по физике точно такая же трудность. Это всегда вызывает электродинамика. То есть те задачи, которые были представлены, из тех задач, которые не решил никто, в основном это были задачи как раз из электродинамики. На втором месте по трудностям стоит обработка эксперимента. Ребята просто, это сильные ребята, те, которые прошли отбор муниципальный, и тем не менее далеко не всегда умеют обрабатывать эксперимент. То есть, например, один из критериев был это проведено не меньше 3 или 5 измерений. То есть ребята проводят одно измерение и считают, что на этом все замечательно. Они получили результат. Хотя на самом деле это один из важных моментов, это умение провести, не просто провести, а еще обработать результаты эксперимента. Третья трудность – это построение зависимости. То есть построить качественный, четкий график, чтобы была видна вот эта самая зависимость. Не всегда удается даже элементарно по результатам своих измерений масштаб выбрать в соответствующих осях. И все, на самом деле, основная, я, например, субъективно вижу причину, основная, ребята не видят возможности применения математического аппарата для решения физических, как теоретических, так и экспериментальных задач, потому что некоторые задачи были ориентированы именно на возможность применения математического аппарата. Более того, если кто-то когда-то видел задачи международного этапа по физике, то там, вообще говоря, они задачи еще больше математические, больше скорее математические, чем физические. Но, к сожалению, вот эта вот межпредметная связь с математикой, хотя вроде бы физика, математика родственные предметы, тем не менее, она сложности с ней наблюдаются.
Вот отдельно хочу зафиксировать тот момент, вообще говоря, по работе с одаренными детьми. В прошлом году, 4 апреля, был создан Республиканский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки Республики Коми. Сайт представлен talent.ru. Соответственно, на этом сайте результаты республиканского этапа всех олимпиад можно посмотреть, как предварительные, так и где-то есть уже окончательные. Кроме того, там зафиксированы те направления, которые идут, и одно из направлений – это именно работа с одаренными детьми в части подготовки их к олимпиадам. То есть ребята, на самом деле, если этот сайт посмотреть, его открыть, приезжали, и вот эти сельские ребята из других муниципалитетов приезжали, и часть из Матлицея, потому что данный центр идет создан по аналогии с Сириусом, но по распределенной модели. Часть, соответственно, ребят приезжали в физмат-лицей, часть в лицей для одаренных детей сельской местности. Причем не только по физике, но и по другим предметам. Тем не менее, не все из них прошли даже иногда, к сожалению, муниципальный фильтр, но это только начало. Более того, я все равно всех призываю готовить и, если есть возможность, действительно отправлять ребят вот на подобные сборы, тем более, что республика оплачивает им проезд и проживание в Сыктывкаре в ходе вот этих вот подготовки к олимпиадам. Я думаю, с меня на сегодня, я бы сказал, все. Я хочу передать слово Ольге Анатольевне Кирпичевой. Она представится и представит результаты олимпиады по астрономии. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рад вас, наверное, видеть в онлайне, да. Поговорим с вами об итогах проведения Олимпиады по астрономии, которая состоялась 24 января. Я являюсь методистом кафедры общего образования, а также вхожу в состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Ну и первый вопрос, который был на самом деле рассмотрен, то, что задания были представлены достаточно сложные, по каждой параллели было предложено выполнить 6 заданий, ну а о результатах немного позже. Задания формируются на основе методического списка вопросов по астрономии и соответствуют каждому классу по предметным результатам, да. Максимальное количество баллов, которые можно было набрать, это 48 баллов, 6 заданий, по 8 баллов в каждом задании соответственно. Основу комплекта составляли задания, которые требовали многоэтапного применения различных астрономических и физических законов и формул. А также нужно было применить знания по геометрии и правильно произвести построение расположения планет, те, которые в задании предлагались. На муниципальном этапе участвовало 79 человек с 9 по 11 класс. Как видите, большинство участников у нас было из Ухты, а на втором месте, соответственно, из НТ. Из муниципального этапа из 79 человек на региональный этап у нас вышло всего лишь 14 человек. Это говорит, опять же, как и по физике, да, о том, что наша Ухта соревновалась сама с собой. Из Сыктывкара один представитель и из НТ один человек у нас тоже участвовал. Ну, еще раз говорю о том, что максимальное количество баллов 48. 50% порог, к сожалению, никто не преодолел. Максимальный балл, ну, значит, сколько всего участвовал. В 9 классе принял участие 1 ученик, в 10 классе 5 и в 11 классе 8 человек.
Максимальное количество баллов, еще раз говорю, из 48 12 баллов набрала ученица 10 класса, но минимальный балл составил среди участников 11 класса по 0 баллов. 2 человека не смогли выполнить, к сожалению, ни одного задания. Темы, тем не менее, среди этих обучающихся были хорошо усвоены по конфигурации планет, карта звездного неба, 6-е задание, достаточно все хорошо справились, законы Кеплера знают все, формулы были представлены верно с обоснованием и экваториальная система координат. В чем же у нас возникли затруднения? Не хватало знаний законов и формул по физике и астрономии. Мы знаем, что астрономия это у нас настолько интегративный предмет, что он в себе сочетает как физику, так и геометрию и остальные предметы тоже. Ну и давайте рассмотрим на задачу номер 3 9 класса. Здесь необходимо было найти высоту спутника в данной задаче. Для этого нужно было вывести формулу скорости тела в перицентре и апоцентре орбиты. Формулы есть, масса планеты, значения у нас все были определены, после чего нам нужно было вывести эту высоту спутника. Сложности составили все-таки решение этой задачи, хотя вроде показалось, что она не настолько и сложная. Вывести формулу через эксцентрисите, да, и посчитать задачу, где известен радиус планеты. Далее, задача номер 6 в 11 классе, там, где у нас был представлен спектр галактики, наполовину задачу решили обучающиеся, но возникла проблема с тем, что не смогли правильно и корректно оценить температуру пыли в галактике. В данном случае у нас излучение пыли было близко к чернотельному, и для этого использовался закон смещения Вина. Здесь мы видим, назад вернусь, что максимальное значение мы получаем излучение пыли в логарифме значения 2,6, после чего мы можем найти измеренную длину волны 400 микрометров. Источник излучения от нас удаляется с достаточно большой скоростью, поэтому мы учитывали красное смещение, выражаемое по формуле. Получаем длину волны в системе отчета самой галактики, ну и применяем закон Вина, после чего можно было определить температуру излучения, да, этой пыли. Задача номер 5 9 класса представлена на экране. Я думаю, кто уже работал повторно после результатов по астрономии с данными задачами, вы ее помните. И 4-й вопрос здесь составил затруднение в том, что нужно было найти, сколько звездных величин потускнели бы звезды со времен Анаксимандра за 2600 лет. Нужно было здесь воспользоваться формулой Поксона. Мы знаем, что звездные величины – это мера относительного блеска звезд, которые у нас были введены Гепархом Родосским, да, во II веке до нашей эры, как 5 степеней блеска звезд. Математические определения он вывел и сформулировал в таком виде, в котором мы видим. М1 и М2 – это звездные величины. Нам нужно найти изменения звездной величины через освещенности Е2 и Е1, либо через радиусы. Вот такую формулу мы получаем, где R нулевой – это начальный радиус сферы, а за 2600 лет звезды удалились на расстоянии 2470 километров, или переводя в астрономические единицы, получаем такую формулу. Здесь формулу некоторые забыли, поэтому сложность вычисления все-таки решения данного вопроса была представлена. Ну и дальше. Незнание законов формул по физике. Вопрос здесь состоял в том, что если период вращения сферы брались 24 часа в сутки, то, к сожалению, данная оценка снижалась на 1 балл. Необходимо было полностью определить, что Земля вращается вокруг своей оси с величиной на сегодняшний день, да, 23 часа 56 минут. И отсюда можно было уже
определить угловую скорость ее вращения. Из законов физики у нас почему-то затруднение состава представления законов всемирного тяготения. Мы ее прекрасно знаем, но тем не менее в решении мы ее не увидели при оценке и анализе. Что же у нас не хватало знаний из геометрии? В 11 классе первая задача про интерферометр, который состоит из двух радиотелескопов. Один установлен у нас на поверхности Земли, да, а другой у нас расположен на спутнике. Нужно было определить разрешение интерферометра. Первая тема, или точнее одна из первых тем наблюдений телескопа, мы рассматриваем формулу определения углового разрешения зеркала интерферометра объектива. Да, его выражаем по формуле 1,22 лямбда разделить на d, где лямбда это длина волны, а d это длина проекции этого интерферометра. То есть само расстояние между антеннами мы могли определить. Нам необходимо было найти величину d, величину базы. И поскольку у нас источник и спутник находятся на одном азимуте, то они находятся, соответственно, в одной плоскости с центром Земли и наземной антенной. R нулевой радиус Земли нам всем известен, R это расстояние от Земли до спутника, и тогда мы рассматриваем треугольник центра Земли, спутник, антенна, которая расположена на Земле, и то, что находится антенна вторая на спутнике, да, рассматривая этот треугольник, мы должны были применить теорему косинусов. В одной из работ встретилась, достаточно приятно это было увидеть, но остальные почему-то не смогли это решить. Ну и что у нас при оценивании работ? В 9 классе один ученик у нас набрал 3 балла, да, и как видим из таблицы, показатели недостаточно и высокие. На что обращал внимание жюри? Во-первых, это правдоподобность и обоснованность решения, то есть не только получение верного результата, но также учитывалась степень связности используемых фактов и тех законов, которые были приведены. Была подана одним обучающимся апелляция, но однако баллы после апелляции изменены не были. У меня в принципе все. Спасибо за внимание. У нас был запланирован еще один вопрос. Да? Это актуальный вопрос аттестации учителей Республики Коми. Но, к сожалению, Светлана Александровна не смогла подойти, поскольку у нее сейчас научно-методический совет, поэтому, наверное, этот вопрос будет рассматриваться, я так думаю, немного позднее. Ну, насколько я понимаю, этот же вопрос будет аналогично рассматриваться на РМУ учителей химии, поэтому можете также эту видеозапись с этим вопросом у учителей химии смотреть. Вопросов у нас пока не поступило. Мы ждем от вас, коллеги, вопросов. Тогда, наверное, может быть, вопросы, если какие-то появятся после нашего семинара, да, можно будет написать. Можно написать по электронной почте. Да, по электронной почте. Да, электронную почту я указывал, в принципе, она на страничке РМО есть. Электронная почта. Все, тогда. Да, все. Все. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.